Мени акшын өгерчигим, эски таулу бичакчыгым. Кайда да жанымдаса сен, сенсиз арсар болама мен. Сени била мен азык этеме, сени била мен гыржын кесеме, сени била мен иллеу ишлейме. Кошта койсам сени излейме. Аузуң тишлиди бичагым, арю сүйек саплы наным. Көп нөгерлик эттиң маңга, кында нөгерчигим жаным. Балкарцы и родственные им карачаевцы обитают по обе стороны Большого Кавказского хребта, у подножья самой высокой горы Европы – двуглавого Эльбруса. Могучая, гордая и величавая красота отличает эти места. Однако здесь человеку приходится постоянно быть начеку. Горы опасны и непредсказуемы. Они сформировали характер поселившихся тут людей: честность и прямолинейность, великодушие и бесстрашие, почтение к гостю, особое отношение к жизни и смерти. Часто человек, впервые сюда попавший, с испугом ощущает себя пылинкой, а не венцом мироздания. Горы не прощают легкомыслия и не позволяют забываться, формируя характеры и взаимоотношения людей. Случайный странник или исследователь, кто бы ни оказался тут, всегда мог без всякой платы получить кров, пищу и лошадей. Перед гостем испокон веков были открыты все двери. Принять гостя и помочь ему было и остается священной обязанностью каждого балкарца. Суровая природа формировала быт. Вот в таких красивых, но в то же время суровых краях жил и продолжает жить балкарский народ. В условиях, где маленькая ошибка могла стоить жизни, горцу был очень необходим надежный друг и помощник, которым и был балкарский нож бичак. Бичак или балкарский бичак. От слова резать чисто. Бич. Своими корнями он уходит в глубокую древность. Ну, как минимум, наверное, в кабанскую эпоху. Это где-то 12-10 века до нашей эры. Непременной частью балкарского мужского костюма всегда был ремень с кинжалом, ножом и набором инструментов, зависящим от рода занятий владельца. Инструменты могли меняться, нож присутствовал обязательно. Если так посмотреть на всю культуру балкарцев, она очень консервативная, конечно. Очень трудно поддается изменениям, и поэтому в ней сохранилось очень много древних черт, присущих именно древним культурам. Балкарский нож бичак особых изменений не претерпел. Сотни лет назад был точно таким же, как он является на данный момент. Чистенький, аккуратненький, легкий, удобный. И если кинжал извлекали из ножен только в крайних случаях, то бичак, балкарский национальный нож, использовался ежедневно и по многу раз. Вот этим ножом не то что скотину резали, и древесину стругали, домашний утварь и так далее. Как можно им работать? Вот смотрите сюда. На себя ступаешь, видишь как? А смотри руку, как я держу. На лезвии, получается, да, вот на самом лезвии, вот так. Вот так. Нужно стругать вот так. Вот смотри. Я опять руку перебираю вперед. Чем рычаг больше, тем стругается трудно. Да, вот да. Смотрите, вот ближе так перебираю. А нож острый, правильно? Да. Вот так смотрите. Я беру вот так стругаю. Теперь грубо, если хочешь стругать, вот смотри. Берешь вот так, за кончик, почти за край. Если рубить надо, опять-таки берешь вот так, смотри. Ага. Даже каждый мальчик имел собственный небольшой ножик. Раньше же как было, вот дети, когда чуть-чуть, ну дети, 6-7 лет, да, уже рядом с родителями их не оставляли, забирали мужчины в горы к себе кошарам. И вот с этого момента, где-то он с 7 лет. 7 лет у него был нож. Да, я все время, не приходилось иметь своего, да, я всегда утром, если я раньше отца встану, или же он где-то замешкался, я быстро у него пояс с ремнем и в сторону. А мужчины вместе с ножом носили и дополнительные принадлежности. Смесь жира и костного мозга для смазки ножа,
приспособление для нарезки кожаных лент, использовавшихся при починке упряжи или обуви, маленький нож-бритву, шило. Шило тоже было как нож, он тоже был атрибут такой необходимый. Почему? Потому что они ездили на лошадях, ходили на охоту. Если возьмем лошадей, там стремена, что-то такое бывало, что как бы разрывается. И в дороге как-то надо из положения выходить, подшить его. Так они брали кожу, прошивали вот шило. У охотников чуть широковато, и здесь имеется продольное отверстие. Для чего? Это то, что я своими глазами видел. Однажды с отцом я поехал на охоту, пошли мы на охоту, и косулю пристрелил, а рюкзаков же не было тогда. Веревка есть, обязательно с собой берешь. И берется вот так это шило, продырявил, а свежая шкура же стягивается сразу. Вот этой дыркой позволяла, продырявил веревку. Да. И вот так шнуровалось. Потом собрал и заднюю часть тоже вот так зашнуровал. Веревочка на себя на спину взял, как рюкзачок. Но, разумеется, главным в этом списке оставался бичак. Дело в том, что традиции балкарского народа четко различали нож для работы, повседневной деятельности и оружия. Смешивать эти понятия было нельзя. Таулу-бичак – это нож не для обороны, потому что у каждого горца традиционно всегда для обороны был кинжал, сабля, ружье, в общем так. А это, в общем, это бытовой нож. Отношение к любому ножу было особым, уважительным. Так, например, нельзя было передавать его лезвием вперед, а только держа за лезвие и протягивая рукоять. Бичак не использовался в качестве оружия так же, как и шашки и кинжалы не применялись в хозяйственных нуждах. Резать скот или разделывать туши с помощью боевого клинка, что нередко показывается в исторических фильмах, на самом деле было просто недопустимо. Это было грубым нарушением обычаев и даже осквернением оружия. У любого ножа, как считалось, был свой дух, и применить его не по прямому его назначению значило оскорбить его. Бой скота тоже носил сакральный характер, и для этого необходимо было применять именно определенные орудия, определенные виды ножей, которые изготовлены определенными лицами, которым дозволено было это. В данном случае кузнецы, которые считались элитой общества всегда на Кавказе. Одновременно с этим нож, послуживший причиной серьезного пореза, травмы, часто больше не использовался. Разве что как подсобный инструмент или же вовсе выбрасывался. Это не как нож применялось, а как инструмент. Там, когда лошадь или осла подковывают, да, копыта подрезать. Балкарцы всегда слыли отменными скотоводами. Для дорогого гостя хозяин дома или коша, стойбища по-балкарски, без раздумий резал молодого барашка. Делалось это весьма искусно и быстро, чтобы голод не успел измучить путника. И тут бичак был как нельзя кстати. Он удобен просто. Это не чувствуешь, как в руке некий инструмент, а как бы продолжение руки это. Им работать удобно. А удобство для работы, именно для работы. Что самое интересное, удивительное, после того, как в позднем Средневековье уже балкарцы приняли ислам, ведь ислам, впрочем, как и иудаизм, они очень тонко, очень детально регламентируют убой скота тоже в этих религиях. И здесь исламское влияние как нельзя лучше как раз наложилось на саму форму этого ножа, так как он был очень удобен в этой вот детальной, я бы сказал, регламентации убоя скота. На традиционном балкарском ноже таулу-бичак не имеет подпальцевых упоров. Это особенность, характеристика, это так называемый тренд. Эта вещь, она очень мешает, и сейчас многие охотники в России покупают у нас ножи, которых вот уговорили друзья, попробуй, берут, приходят с охоты, охотятся на лося,
разделывают лося и удивлены, что действительно так удобно, когда прямой нож. Как известно, Кавказские горы изобилуют железом, серебром, золотом, выходами на поверхность пластами угля. Поэтому нет ничего удивительного в том, что работать с металлами балкарцы начали очень давно. Столь же давно изготавливали они и разнообразное холодное оружие, традиции производства которого устоялись и передавались из поколения в поколение. Сегодня уже археологи утверждают о том, что на Кавказе нашли древнейшие в мире не просто месторождения, которые разрабатывались уже человеком в древности, а уже выплавлялись металлы. Это уже эпоха бронзы. Я когда вот варю сталь, это именно многослойную, я уже чувствую, как вот это расширение идет, как вот эти, при какой температуре. Это глазами одно видишь, а чувствуешь совсем другое. Кузнецы балкарские вплоть до недавнего времени добавляли либо вольфрам, либо молибден для укрепления стали, для укрепления клинка. Но эти два, я бы сказал, элемента, вольфрам и молибден, они также считались такими магическими металлами, которые несли в себе силу, энергию гор. Что по сути такое балкарский бичак? Универсальный, многофункциональный инструмент охотников и скотоводов, конструкция которого сложилась давно и на протяжении веков сохранилась неизменной. Нож с однолезвийным клинком, лезвие прямое, скошенный обух. Особенности балкарского ножа – это седло. Изготавливается из латуни, меди, серебра и так далее. Форма ножа, форма клинка. Носик обязательно должен смотреть вниз. Основание клинка входит в рукоять и зажимается пластиной из цветного металла, концы которой загибаются назад на рукоять под углом 45 градусов, фиксируя ее и препятствуя растрескиванию. Деревянная или роговая рукоять насаживается на конический хвостовик или крепится накладным способом. Более технологично сделанный нож – это балкарский. То есть, допустим, на якутском, на финском ноже там просто клинок просто вставлен в дерево и чопиком зафиксирован. И все. А тут мы видим, уже крепится дерево, то есть уже этот нож будет несколько поколений служить, будет подарен сыну, внуку и так далее. Длина клинка бичака обычно от 13 до 24 сантиметров. Ширина 2–2,5 сантиметра. Обух 3–4 миллиметра. Рукоять от 12 до 16 сантиметров. Спуски лезвия обычно слабые, иногда едва заметные. Вот мой отец всегда себе делал нож, вот так к руке приложил, вот его размер был, вот он, больше не надо. Нож практически не из-за того, что он большой, а из-за того, что он острый. У балкарцев раньше были вот такие вот небольшие, они подбирали черный такой мягкий камень, мягкий, действительно мягкий камень. И вот этим мягким камнем вот так, аккуратненько, не спеша, они до бритвенного состояния могли точить. Клинки изготавливались, как правило, из углеродистой стали. Один раз мне пришлось без молота ковать 48 слоев, неделю с супругой вместе наковали. Дети и ребята были маленькие. И вот целую неделю с утра до вечера 108 слоев крови. Рукоять обычно изготавливалась из рога быка, тура или барана, а также бука и кости. Однако главным и самым популярным материалом для ручки был рог барана или тура. Особенно ценились бычаки, когда рукоятка выполнялась из рога горного тура, горного козла дикого. Это, конечно, были самые ценные экземпляры, и они были связаны с древними верованиями предков карачаевцев, балкарцев. Дело в том, что рог имел сакральный смысл. Он был связан с культом бога Апсаты, покровителя охотников, представлялся часто в виде тура, или Аймуша, покровителя домашнего скота.
Турии и бараньи рога были излюбленным мотивом кабанских, сарматских и аланских мастеров. В древних верованиях этих племен баран или козел считался животным, обладавшим магическими свойствами. Он мог отпугивать нечистую силу. И в отличие, например, от крупного рогатого скота, барану или козлу не требовалось вешать оберег, так как он сам являлся оберегом. В общем, каждая часть бичака имела свой сакральный смысл. Клинок после готовности острым концом хвостовика после сильного нагрева всаживался в отверстие рукоятки. Далее вставлялась обычно медная или бронзовая заклепка. Но ставили ее не всегда. Рукоять даже без заклепки держала клинок прочно, особенно когда она была роговой. А вот эта заготовка тоже идет на пластины крученного ножа. Вот такого ножа. Его тоже выравнивается, эта пластинка, накладывается, обтачивается, и все вместе с двумя пластинами, железо вместе с нагревом скручивается. Это очень сложный процесс. Это обычный балкарский традиционный нож. Был изготовлен лет 30-40 назад. Вот вы видите, рог барана, сталь изрядно потрепалась, стерлась, потому что им активно пользовались, работали. И, как видите, рог сохранил свои свойства и прочность и так далее. Удивительно, что независимо от ущелья, от места, вот балкарские мастера, они всегда держали эту форму. Столетиями держали эту форму, не меняли ее. Интересна и оригинальна также конструкция ножен. Это уникальные ножны, можно сказать, ни в одном народе не используются. Состоит из двух частей: деревянный вкладыш и кожа растительного дубления или сыромятина. Раньше, в те времена, естественно, такой кожи, такого материала не было. Они делали из хвоста скотины. И он был как бы не прошитый, он был цельный. Рукоять почти полностью входит в ножны. Его функция в том, что, и если даже и мусор попадет, его вытряхнуть можно отсюда. И вентиляция. То есть нож дышит, не ржавеет. Вот смотрите, вот здесь после заточки на камне можно его вот так поправить. Вот это шов. Завязка не просто так. Здесь можно было и жесткий подвес сделать. Но делается такой для чего, чтобы, когда нож туда засунул ты, он сам и стягивается. Тут так сделан узел. Бичак всегда был неразлучным спутником и надежным помощником горца, и изготавливался он тщательно и качественно. Гора – это постоянная борьба с окружающей средой. Это постоянная борьба за выживание. Потому что суровые условия, соответственно, и все орудия должны быть максимально эффективными и максимально простыми. Но тем не менее, сделанный просто, нож был элегантен и изящен. Разумеется, вариантов изготовления ножа, его украшения и отделки было великое множество. Но это никак не сказывалось на основных требованиях. Бичак должен быть остр, легко затачиваться и долго не тупиться. Когда после закалки я всегда проверяю на стекло. Если царапает стекло, я обязательно опускаю. Вот в данное время царапает где-то здесь 59 единиц твердость. Этого достаточно для ножа. Современные мастера используют для ковки ножей углеродные легированные стали Дамаск и Булат. Дамасская сталь имеет один существенный минус, то что он ржавеет. И за дамасской сталью надо ухаживать. А вот такие материалы, как нержавейки или моностали, по-другому говоря, они менее капризные, более универсальные. Рукоять по-прежнему делается из кости, рога и дерева. В ходу и искусственные материалы. Когда-то я делал нож из карбона, ручку. Вот. Человек захотел карбоновую ручку, сделали, отдали. Сегодня бичак, игравший столь важную роль в быту балкарцев и карачаевцев, уже не является непременной частью повседневного обихода.
Если раньше в каждом селении было несколько кузнецов, ковавших ножи и инструменты для хозяйственных работ, то сейчас их остались единицы. И, к сожалению, оказались утерянными многие секреты, традиционные особенности изготовления и украшения ножей. Это целый пласт национальной культуры, и восстановить утерянное для балкарцев и карачаевцев очень важно. Я радуюсь, когда вижу, что разные мастера в разных ущельях продолжают эти традиции, делают бычак. Несколько предприятий в разных регионах России освоили выпуск балкарского ножа. По словам руководителей этих предприятий, бичак в короткие сроки стал одним из самых популярных и востребованных ножей. Практичный, без излишеств, нож-работяга – так отзываются о бичаке. Вырезать лоскут дерна и заделать им щель в кровле хлева. Вырезать свирель пастуху. Заколоть барашка для дорогого гостя. Пускать солнечных зайчиков блестящим лезвием в окно первой красавицы аула. Мало ли полезного может сделать скромняга-бичак, которому требуется лишь одно – чтобы хозяин был доволен им. Вы ножом пользуетесь таким в быту? И есть ли у вас сейчас с собой при себе нож? Да, я всегда. У меня всегда при себе. Всегда. Вот, пожалуйста. Более чуть-чуть другой здесь подвес, а правда. Так не скажешь. Я думал подловить вас, и мне казалось, что нет с собой у вас ножа. Посмотри. У нас с собой, у меня всегда с собой. От того, что будет храниться в серванте, да, ну, бездействие. А если он будет носить постоянно при себе и пользоваться, и говорит, вот это отцовский, дедовский, это же приятно.